Медхеди Хаджуева и ее дочь Зулейха – постояльцы реабилитационного центра семейного типа. Здесь девочка с диагнозом ДЦП лечится в 4-й раз. Сегодня после процедуры они пришли на прием к уполномоченному по правам ребенка. Такие встречи проходят ежегодно в День правовой защиты детей. Единственная наша проблема, что таких центров в нашей республике мало. Именно вот чтобы семейного типа этот центр был. Есть центры, как интернаты, детей отдавали, чтобы отдают и без родителя. Но все равно, как мать, как родитель, никто за такими детьми не может. Вот у нас просьба, чтобы именно вот такого типа центра, чтобы еще хотя бы 2 центра, если будет, разгрузка уже и для нас будет, для этих работников будет. За правовой помощью чаще всего обращаются социально незащищенные категории граждан. Дети из таких семей редко обращаются к специалистам. Для тех, кто по каким-то причинам не может заявить о нарушениях, сегодня прошли уроки правового информирования. По последним мониторингам мы нередко выявляем случаи правонарушения инвалидов или детей-сирот. У нас особенно специфика в этих заявлениях, особенно такая особенность семейные конфликты. Так, если бывает заявление, у нас есть юристы, есть наши работники, выезжают и рассматривают заявление в течение 4-5 дней. Всероссийский день правовой защиты детей был учрежден в 2012 году, в день принятия Декларации о защите прав ребенка. Таким образом, власти намерены привлечь внимание общественности к проблемам детей-сирот и инвалидов. Организация и проведение данного мероприятия находится под личным контролем начальника нашего управления Таймасанова Хайрулы Хусаиновича, который ставит перед нами цель, чтобы мы не только оказали им один день юридическую помощь, но те вопросы, которые возникли, мы их сопровождали до конца, до конечного результата. И также, конечно, с самого начала проведения, подготовки к проведению данных мероприятий большой поддержкой мы пользуемся со стороны главы республики, Героя России Рамзана Ахматовича Кадырова. И благодаря его содействию также у нас не возникает никаких проблем при привлечении других министерств, ведомств и организаций. Также День открытых дверей состоялся в педагогическом университете. Студенты 3 государственных вузов региона говорили со специалистами об алиментных обязательствах, предоставлении жилья детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. Земфира Лолаева, Хава Жамунаев. Новости.